Алейкум, друзья, витаю вас, всех приветствую. Сегодня 12 мая 2025 года, 16 часов по Берлину, 17 по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь, а то тот, кто не живет на Русне или в Чечении, э, начинает придерживаться моего совета и не писать комментарии, и не ставить лайки, друзья. Так, ну, для начала, как обычно, я бы хотел бы сообщить о потерях русских боевиков в Украине. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1170 русских бандитов, 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 3 антиаэркрафт системы, 141 БПЛА сбит, 171 автомобиль уничтожено и 6 спецтехники уничтожено. Слава Украине, слава ЗСУ. Друзья, давайте об этом и многом другом поговорим. Сегодня я свой стрим назвал «США предупреждают». Россия готовит массированный удар по Украине. Давайте об этом и многом другом поговорим. Итак. 2 часа назад Deutsche Welle на русском сообщает, если Кремль не примет требования союзников Украины о 30-дневном перемирии, будет начата подготовка к новым санкциям, заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Установить режим полного, безусловного прекращения огня на суше, в воздухе и на море по меньшей мере на 30 дней. С 12 мая совместно призвали Россию президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Друзья, я, конечно же, полностью поддерживаю прекращение огня, если об этом настаивают такие уважаемые джентльмены. Но объясните мне, пожалуйста, одну простую вещь. Почему страны, воюющие Украины и ей помогающие европейские, самые мощные экономики Европы, страны просят о Путина о каком-то перемирии? Вам не кажется, что по-другому начиналась эта война? Вам не кажется, что мы победим на поле боя, мы это сделаем, мы то сделаем? А теперь уже все разом, все хором призывают Путина. Не кажется вам немножко странным то, что происходит? Знаете, Соединенные Штаты, посольство Соединенных Штатов в Украине, в Киеве сообщило о том, что готовится массированная воздушная атака на Украину. И сразу же Владимир Путин заявил о том, что он готов без предварительных условий сесть за стол переговоров. И вспоминается книга Абдурахмана Авторханова, профессора, известного человека, который рассказывал о хитростях, которые использовал Сталин во время переговоров с американскими и с британскими лидерами. И там он говорил, когда ему какое-то требование выдвигали американцы и англичане, Сталин говорил, ну, побойтесь Бога, ну, я приблизительно на память пытаюсь вспомнить, о чем говорил
Абдурахман Авторханов в своей книге. По-моему, это была книга от убийство чечено-ингушского народа, по-моему, это так называлось. Народоубийство в СССР, убийство чечено-ингушского народа. И там Сталин говорил: побойтесь, джентльмены, если я вернусь вот с этим туда, в Советский Союз, то мне скажут: ну это же не русский, там взял и интересами приторговывал. И вот таким вот образом Сталин спекулировал, ссылаясь на то, что он не самый главный. Я думаю, что он, конечно, был не самый главный. После Второй мировой войны, может, его позиция укрепилась сильнее. Но до этого, может быть, он был не самым главным. И как-то я смотрел один американский фильм, и фильм этот заключался, по-моему, сериала, по-моему, это была. Фильм заключался, смысл фильма был в том, что русский президент, русский там царек, без его ведома, без его воли было совершено вот какое-то злодеяние, сейчас я не помню. Ну, что-то такое. Убийство, по-моему, применение химического оружия в Чечне, это, по-моему, вот так это все преподносилось. Либо что-то такое, либо не в Чечне, но война в Чечне идет русских, и в это время применяют какое-то такое, либо бактериологическое, либо химическое, что-то такое применяют. И весь Запад, все начинают на президента России наезжать, все, как он мог. И какой-то американский суперэксперт по Путину, который там супер все знает, говорит, он этого не делал. Он посмотрел, как... А Путин, ну не Путин, там как-то зовут по-другому этого чувака, который играет роль президента России. И он говорит, типа это мы применили. Он берет на себя ответственность, президент России берет за применение этого химического, условно говоря, химического оружия. И этот американский эксперт, который смотрит, наблюдает за президентом, за всем его окружением, там у них целый какой-то отдел целый есть, который этим занимается, изучает президента и его окружение России, президента России. И вот этот эксперт говорит: нет, это не он был, не он был. Типа он взял на себя эту ответственность, но это не он. Типа я верю, я типа в глаза посмотрел, честные глаза русского президента. Там все вокруг зло абсолютное, убийцы, там людоеды. А вот президент, ну, каким-то образом добирается до самой высоты политического Олимпа фашистской России и при этом остается добрым, человечным, таким нормальным человеком, якобы. И потом выясняется в процессе этого фильма, что и этот условный Путин, президент России, говорит, что в нашей ситуации лучше быть военным преступником и взять ответственность на себя, чем показать, что ты всем не управляешь. Это главная нить, которую я увидел в книге Абдурахмана Авторханова, выражение Сталина, что ну что, я тут не русский, поеду туда, меня там русские якобы заклюют. И вот этот фильм, ну речь там идет о взрывах домов 99-го года, просто об этом не говорится. И фактически я понял этот фильм, который американцы сняли, что Путин не взрывал дома. Вот в этом, что вот он берет на себя преступления, которые совершают другие. Например, Патрушев ведь взрывал дома в 99 году, потому что он взял на себя ответственность за взрывы домов. То есть мы говорим как бы фамилию Патрушева, но на самом деле за ним стоит вся система КГБ, в которую входит и сам Путин. Да? Он не просто был агентом, а был офицером вот этой службы, этого учреждения. И сейчас, к чему я вам это все рассказываю, и сейчас, когда американцы предупреждают о том, что будет массированный удар, скорее всего, орешником
потому что американцы перекрывают воздушное пространство все вокруг Часового Яра, да, по-моему, Часов Яр или как он у них там называется, полигон на России, который в Астраханской области находится. Напишите, если я ошибаюсь с его названием. И фактически, вот смотрите, готовится все, понятно, что будет наноситься удар, перекрывают американцы небо, как орешник, который прилетел куда-то в Донецкой области, но мы так и не увидели разрушения. Я не увидел, например, разрушения от орешника. И что вот, ну, якобы, что сейчас будут бить по Украине орешником. И в этот момент, когда вроде бы все готово, американцы уже предупредили, русские подготовились, небо перекрыли, да, тоже коридор для ракет оставили, тоже вся суть этой войны. Невероятно просто. Американцы перекрывают воздушное пространство вокруг вот этого полигона, откуда вылетит орешник. Все знают, откуда вылетит, что вылетит, куда полетит. Перекрывается все, чтобы самолеты посторонние не заделись. Да, все предупреждается. По правилам таким у них. Между американцами и русскими такие правила интересные. Но никто не препятствует нанесению удара. Ну, извините, раз выпускают, а могли же и полностью перекрыть, чтобы не дать вылететь ничему. Нет, извините, будет вылетать. И вот в этот момент Путин говорит, я готов, как только вот заявляется, что будет удар, на второй день Путин заявляет, я готов без предварительных условий встретиться с Зеленским, там, поговорить с президентом Украины. И вот у меня возникает аналогия с тем, что писал Абдурахман Авторханов, что снимали в этом фильме американском. Вот Путин как будто не при делах. Есть какой-то плохой Патрушев, плохая там ФСБ, а Путин как бы не при делах. Я тоже иногда считаю и говорю, что, возможно, Патрушев более кровавый человек, чем Путин. Потому что я считаю, что Патрушев, он по природе своей убийца такой этот. А Путин, он просто вор, хапуга и любитель денег просто. Хотя Патрушев тоже, как известно, миллиардеры, Патрушевы и не бедные люди, скажем так. Ну, чисто как русские офицеры, как положено, да, на зарплату живут, да, во имя страны трудятся, да. Ну, каким-то образом, наверное, американцы им миллиарды подкинули, чтобы их скомпрометировать. И вот возникла такая вот ситуация. И всем кажется, что Путин, он не при делах вообще, он бы хотел бы договариваться. Ну вот есть вот эти ФСБшники, там военные, ну военные вообще слова не имеют только слово ФСБшники. Решение принимает только ФСБ. Вооруженные силы, как в советское время, уже не имеют своего голоса уже давно. И в этом смысле армии независимой такой какой-то организации, учреждения, структуры не существует. Это вооруженные силы ФСБ принадлежат, которые строго ФСБ. Вот такая вот получается загогулина, что якобы наносит удар, но Путин не при делах. Потом следующее наблюдение. Вот Си приехал к Путину. Прилетел. И фактически всем своим поведением, всеми своими действиями китайцы нам показывают, что они поддерживают Россию. Путина поддерживают. В этом случае, если исходить из моей гипотезы, то Путину нужен Китай для защиты. И вот эти северокорейские солдаты, о которых я говорил, что они не воевать против Украины приехали. Правда, украинская пропаганда нам рассказывала, в том числе и Зеленский, что северокорейцы воюют, там погибают и так далее. Как там определили, мы так и не узнали. Китайцев мы увидели, двоих, по-моему, китайцев, которые воевали добровольцами, как потом Китай нам сообщил, что они как бы без ведома правительства Китая там оказались.
Но корейцев мы так и не увидели. Мы увидели замазанные лица, раненые каких-то 2 человека, но я не увидел, может, кто-то и увидел. И корейцев, ну, воюющих не увидели. Я считаю, и тогда считал, и считаю, что корейцы, как прокси Китая, засланы в Россию для того, чтобы они в случае волнения, в случае недовольства народа взяли под контроль стратегически важные объекты, ну и, конечно же, спасли самого Путина от разъяренного народа. Поэтому есть все основания полагать, что Россия уходит под Китай полностью, просто полностью. Но если есть договоренность между Китаем и Соединенными Штатами Америки, то Россия будет разделена между США, соответственно, и Китаем. Вот такие вот у меня наблюдения имеются. Дело в том, почему Китай выступает так в поддержку России, но все равно имеет договоренности с США, на мой взгляд. Дело в том, что китайцам точно не нужно ругаться с Америкой. Слишком большие деньги там у них между собой, товарообмен, товарооборот. И китайцы, скорее всего, могут поделить зоны интересов между Китаем и США. Сейчас уже появляется две зоны влияния в мире, по всей видимости. Все-таки депутат Федоров оказался прав, что один единый центр принятия решения, Вашингтон, округ Колумбия, да, перестанет быть единоличным теперь центром принятия решения в мире, и мир теперь станет двухцентричным, двухполярным. И мир поделится на 2 части. Вот в новом мире, в котором мы будем жить в мире, где часть мира принадлежит Китаю, зона ответственности Китая, остальная Западу. И Россия должна быть немножко поделена между вот этими 2 сильными игроками. И часть России уйдет под Китай, часть России уйдет под Запад. И по всей видимости, все ФСБ никто ликвидировать не собирается. Никакой иллюстрации, по всей видимости, проводить не собираются. Украина, чтобы не проводить иллюстрацию, власть Украины, на мой взгляд, отдала часть своих земель, редкоземельных ресурсов, чтобы их не трогали, чтобы американцы имели интересы, и в любой момент американцев оттуда не попросили покинуть эту территорию Украины. Таким вот образом, я думаю, американцы постарались застолбить себе место. Ну а КГБ УССР посчитала, что да, нужно отдать эту часть, но не отпускать власть. Фактически, на мой взгляд, получается, ничего в Украине не изменится. Система КГБ УССР, которая осталась от товарища Сдержинского, в Украине сохраняется. И все, кто зазывал армию России в Украину по линии ФСБ, СБУ или там КГБ УССР, они теперь герои, они воюют против России, там, 3-10. Украина же не пала. Простой украинский гражданин, не солдат. Украинская армия разбегалась в 2014 году еще. Разбегалась. Украинские военные говорили, что у нас нет оружия, нам этого нет, того нет, хотя оружия там достаточно было. А простые украинские пацаны ехали в Крым, а из Крыма эти бежали. Мы это все помним прекрасно, военные. Как видео записывали. Зачем пишешь видео? Сбеги, раз бежишь. А простые граждане Украины, простые люди, парни и девушки, они ехали защищать. Мы знаем, вопреки воле КГБ УССР, вопреки воле 5-й колонны Украины, украинский народ выстоял. Но сейчас делается все возможное, чтобы украинский народ
не сменил власть. Мы вот этого не видим, что кто-то собирается систему КГБшную, систему, старую советскую систему КГБ в Украине менять. Ее менять по всей видимости не будет. Хотя я очень еще, надежда остается и очень на это рассчитываю, но надежды тают. Точно так же, как не будет люстрации, на мой взгляд, по крайней мере, пока мы это видим, не будет люстрации КГБ, ФСБ. По всей видимости, Путин торгуется и с Трампом, и с Си, и делает все возможное, чтобы сохранить не только свою шкурку, но и систему КГБ, ФСБ. Но это плохой прогноз, который я вам сообщаю, так как ничего не изменится. Первое время все заползут под корягу, американцы их выстроят под себя, но это не значит, что они к нам будут. Я как чеченец могу сказать, с американцами русские дружили, и когда русские взрывали свои дома в 1999 году. Потом, когда они перемалывали чеченский народ через жернова геноцида, опять же дружили. Поэтому, если вас кого-то будут уничтожать массово, поголовно за то, что вы определенной национальности, определенной религии, определенных других каких-нибудь своих религиозных или этнических вещей, вас будут уничтожать, я хочу сказать, и всем будет на это наплевать. Если вы сомневаетесь в этом, поверьте, мы украинцам говорили, у вас начнется война. Украинцы нам не верили. Если вы думаете, что в 21 веке это невозможно совершать геноцид, посмотрите, что происходит в Украине, и это возможно. Так вот, в Украине это цветочки по сравнению, что было с чеченским народом. Весь мир помогал уничтожать, и Украина в том числе, помогали уничтожать чеченский народ, чеченскую свободу. И никто не заступится. Так, чтобы все мы понимали. Понимаете? Вот такая вот интересная картина вырисовывается. Они заползут под корягу КГБшники, выстроятся, они уже выстроились, ФСБшники и в ЦРУ, и в Британии в очереди стоят, сдаются. Сдают все и вся. Ну, одновременно с этим продолжают стачивать свою так называемую вот эту банд-армию. Ну, вот такие вот вещи. Давайте об этом и многом другом, друзья, поговорим. Так, что у нас по комментариям? Я смотрю, нам троллятина к нам зашла. Я смотрю, тут ко мне все забежали такие. Что отвечу? Подождите, найду здесь. Вот говорят, ответь на вопрос. И отвлекает. Анзор, скажите. Я не Анзор, меня зовут Аслан. Мы якуты, буряты. А что тут чеченцы делают, я не могу понять. Дагестанцы, черкесы, тувинцы, татары. Колония России. Да, вы колония России. Вы добровольная колония Российской Федерации. В 1991 году, когда разваливался Советский Союз, вы добровольно, сами, не сопротивляясь, остались в новом образовании. Но это не значит, что вы не завоеваны. Это значит, вы все завоеваны, все земли русские завоевывали. И вы колония добровольная, то есть добровольно вы согласились быть их слугами и рабами и отдавать все ваши недра, которые, и ваших солдат, мужчин на войну. Мы, чеченцы, в этом списке не имеем никакого отношения. Мы, чеченцы, как только предоставилась возможность, как все народы,
которые вышли из Советского Союза после прекращения существования Советского Союза. По факту он все перестал существовать. Вы все имели право и сейчас имеете на это право уйти оттуда. Но вы не ушли, мы вышли. Вы все, вот кого ты перечисляешь, якуты, буряты, дагестанцы, тувинцы, там, татары, вы все убивали нас. Вы все гордились теми, кто нас убивает. У вас в школе их, они вам, детям, там, сказки там рассказывали, как вы там чеченов, террористов били и так далее. Понимаете? Поэтому в ваш ряд российским провинциям нас вставлять не нужно. У нас другая ситуация. Мы заплатили 30% от числа своих граждан, жизнями своих граждан, среди которых 42 тысячи детей. Понимаете? Большим уважением отношусь ко всем народам, но абсолютно категорически не согласен, чтобы вы нас ставили в один ряд с российскими провинциями. Вы все добровольно, еще раз, да, были силы, которые хотели выйти, но они были маргинальные и небольшие в своих возможностях. Поэтому вы остались там, где остались. Понимаете? Сейчас ваши отцы, да, остались фактически, не дернулись, которые могли тогда влияние какое-то оказать. Сейчас детям уже приходится о чем-то думать. Сейчас подворачивается случай, и этот случай нужно использовать. Этот случай нужно использовать. Но это все зависит от вас. Валейк салам. Валейк салам. А в Газе, говорит, был геноцид. Не было, конечно, в Газе геноцида. А где ты в Газе видел геноцид? Вот то, что было по отношению в обратную сторону, когда Хамас заскочил, вот они устроили геноцид. Именно за то, что евреи убивали целенаправленно безоружных людей. В Газе, обратно, когда начал Израиль бомбить, были, я полагаю, были военные преступления. Война — это сама большое сплошное преступление, но геноцида, преступлений против человечности мы там не увидели. Но раз некоторые сообщают, в том числе западные источники, можно полагать, что Израиль очень жестко себя вел и, возможно, были военные преступления. Но это должен суд доказывать, понимаете? Так. Получается, мы автономные народы России, третий сорт, колония, как африканцы, колония Франции. Колония Британии, Индия, колония Франции, Африка. Но я не знаю, почему вы этот вывод сделали только сейчас. Но я, как человек, который долгое время прожил в России, я вам скажу, что это открытие было сделано мной, наверное, на второй день после того, как я оказался в России, где-то в 95-м году. Я понял, что это самая настоящая фашистская страна, которая относится к нам как к третьему сорту. Наверное, в это время якуты, буряты, дагестанцы воевали против чеченцев, и им это незаметно было, там, что чеченцев долбят, там, рубят просто шашкой. Поэтому, может быть, вы просто немножко были заняты, уничтожая чеченцев, поэтому у вас не было времени оценить, что вы тоже третий сорт. Сейчас вот смотрите, в Украине война идет, Путин начал говорить: я чеченец, ингуш, там, третье, десятое. Представьте себе, это человек, который уничтожал чеченцев, теперь вот вспомнил, что он чеченец. И вот такие вот, вот как вы, наверное, тоже сейчас верят, да, Путин же сказал, что он там за чеченцев. Вот как-то так, немножко у вас запаздывание идет, да? Так, объясните, пожалуйста, почему вы за Израиль? Вы не видите, что в Газе творится? Вам не жаль детей и инва? Что значит инва? Ну, смотрите, во-первых, мне очень жаль детей. Мне жаль 42 тысячи чеченских детей. И из-за этого я бросил свою работу, свою прежнюю жизнь. И для того, чтобы доносить до людей правду, пытаться
не дать забыть убитых 300 тысяч чеченцев, граждан всех национальностей, и русских наших в том числе, и женщин, и детей, и 42 тысячи, среди которых дети. Так вот, я открыто вышел, и мне, вы знаете, я потерял все, защищая детей, женщин, которых я никогда в глаза не видел, понимаете, которые умерли, которых уже все забыли, российские средства правозащиты и все остальные. Поэтому мне жаль детей. Мне жаль детей, и арабских детей жаль. Ну, мне также жалко и еврейских детей, как и арабских, как и чеченских. Я их не делю на чеченских, еврейских и так далее. Мне очень жаль. Мне очень жаль, что Израиль, Цахал, очень жестко воюет. Очень жестко. Но, опять же, я оставляю Израилю право на защиту. У любого человека и государства есть право на защиту. Израиль это право имеет, в моем понимании. А почему я за Израиль? Вот поэтому я и за Израиль. Потому что он прав. Он прав, он защищается и хочет просто иметь свое государство. Русские и арабы не дают ему. Но среди евреев, кстати говоря, тоже важный момент, есть пропагандисты, которые про мусульман почему-то рассказывают. Не-не-не, дорогие евреи, тоже вам сообщаю, никакие мусульмане не имеют отношения. Да, пропаганда, все это накручивается, это все понятно. Но против вас воюют арабы и русские с иранцами. Давайте разделять вот так, по государствам, у кого какой паспорт в кармане лежит, на каком языке они говорят. Давайте так будем определять. Тем более арабы и евреи это двоюродные братья. Тут один пропагандист рассказывает, что вы знаете, говорит, произошли от Исмаила и Ибрагима, два брата. И вот те, кто произошли от Ибрагима, вот они типа мусульмане, они наши враги. Не. От Ибрагима произошли арабы, семиты, вот это семитское, да, колено. Поэтому это вы разделились по религиям. Христиане стали, иудеи стали, потом христианами арабы стали, потом семиты и там разные племена арабские, и потом уже мусульманами они стали. Так вот, в нашем Коране против иудеев, против Моисея, Мусы пророка, не то, что ничего против нет, наоборот, только поддержка есть, только уважение есть, респект есть. Понимаете? Поэтому не надо путать. Да, я понимаю, сейчас политика, сейчас с манами, именно 7 октября на день рождения была вот эта провокация, чтобы во всем мире поднять мусульман против евреев. Мусульмане, как вы видели, не поднялись. Если кто-то намеревается воевать там с религией, там, с иудаизмом, с буддизмом, с христианством, с исламом, я вас уверяю заранее, вперед просто вам напоминаю, на всякий случай, у вас ничего не получится. Религию победить нельзя. Вы можете убить носителей этой религии, всех до единого, запугать их можете. Но саму эту идею вы не можете уничтожить. Она вновь появится. Ее исповедовали 1000 лет миллиарды людей. Это просто невозможно. Но именно поэтому и натравливаются, что вот там все мусульмане плохие. Чтобы все вот мне пишут, ты что, не мусульманин что ли? Конечно, я мусульманин. Именно поэтому я на справедливости. Потому что мне Бог говорит быть справедливым. Я пытаюсь разобраться справедливо. Ну как-то так, друзья. Ну давайте пойдем дальше. Стопудов прав. Уважаю и респектую. Спасибо, Александр. Спасибо. Так, давайте дальше. Вот, отвечаю, рассказываю, да, и все равно троллятина пишет. Им нужно, чтобы я говорил про эту тему и отвлекал от Украины. В Украине Кощеева игла в Фашни находится.
Нет плохих людей, религии есть плохие люди. Да, Геральдина, совершенно верно. Абсолютно. Еврей и араб происходят с единой территории и одного общего предка. А ты этот, с дудаевским флагом, который, да, ты про турецкий у нас. Ты же должен быть этот, вроде бы, антисемит. Чего ты тут пишешь? Рад вас видеть. Привет из Украины. Привет, Максим. Приветствую. МИД, смотрите, МИД или МАЙТ, с крутящимся турецким парнем, у него ник, ну, аватарка. Видели, вот эти турки, когда кружатся, в танце такой есть там у них, и они вот так руки раздвигают и кружатся. Видели, да, таким в одежде такой. Вот у него такой, вот он мне рассказывает про, и вот всегда, очень часто, вот про турецкие почему-то бывают антисемиты. С чем это связано, я не могу понять. Про русские и про турецкие почему-то бывают антисемиты. С чем это связано, я знаю, ну вот и вам еще раз напоминаю, да, вот почему-то они все такие, да, как только начинаешь что-то говорить про турецкие спецслужбы, которые вместе с русскими довели наш чеченский народ до этого состояния, то мне говорят, ты не мусульманин, ты что, против турков говоришь? Начинаю поддерживать справедливость в конфликте между Израилем и арабами, и русскими, и иранцами. Тоже мне говорят, ты что, ты не мусульманин? Вот в том-то и дело. Вот я-то да, вот вы, мусульмане, где ваша справедливость, где ваше взывание к Богу, апеллирование к Богу, где оно? Что-то я не вижу. Что-то вы какие-то предвзятые, да? Вам как русская пропаганда скажет, вот вы и начинаете говорить. И неважно, правда это или неправда, или правда наполовину. Главное, русская пропаганда вам говорит. А что же вы, защитники и спасители мусульман, не вспоминаете наших братьев уйгуров, которые Китай на самом деле из-за религии преследует? За то, что они мусульмане. Где же вы, братья мусульмане? Что же вы не говорите? А знаете, почему вы не говорили, когда уничтожали оппозицию, так называемую, в Сирии, когда я на митинге выходил и вас призывал? Знаете, почему у вас никого не было, когда я снимал видео после убийства Зелимхана Хангашвили путинским ФСБшным террористом Вадимом Красиковым? Когда я перед судом каждый раз снимал видео и говорил, кто-нибудь, приходите на суд, открытый суд, заходите, просто митинг проведем перед зданием, напомним, что нас просто так безнаказанно убивать нельзя. Зелимхан Хангашвили был воином, которого и с бородой, ну все как вы любите. Почему вас не было? Потому что вас не существует, вы троллятина, понимаете? Потому что опасно было против Путина уходить, понимаете? Вас не было, вы мне комментарии не писали в поддержку. Вы не заступались за уйгуров, которых, геноцид которыми совершают. Я, кстати говоря, видео снимал, там проводил онлайн общение с уйгурами. У вас не было никого, нигде. Вам русская пропаганда не говорила идти туда и писать мне комментарии. Поэтому вас не было. Когда в Сирии убивали людей, я на митинге здесь проводил в Гамбурге, в Берлине. Вас не было никого. Ни в комментариях не было, ни на митингах не было. А теперь, когда русским это нужно, когда русской пропаганде нужно, вот тогда вы тут есть. Все, геноцид, вас не было, когда геноцид чеченцев, я каждый день в стримах свой рассказываю. У вас никого нет. Понимаете? И вот благодаря тому, что я эту линию веду до того, как еще вы появились у меня здесь в комментариях, я вас разоблачаю тем самым. Вы троллятина. Вы либо просто полезные идиоты, которые пропаганду
вам русскую, которую в уши вливают, вы ее просто напрямую, просто не анализируя, вот здесь напрямую вы даете сюда, заходите. Либо там 13-12-летняя шпана. Либо, конечно, троллятина, которую обильно выделяют на оба моих канала, и в ТикТок, и в YouTube. Так что все нормально. Чеченский народ ваши лживые лица, лицемерные лица увидел. Или ваши комментарии лицемерные увидел. Как-то так. У Палестины нет никакой защиты. Ну все, иди давай отсюда. Да? Никакой защиты нет. Они сидят только через месяц, через буквально месяц, как только началась война, ответная война Израиля против сектора Газа, Нетаньяху и его министр обороны внесен судом в Гааге в список международных террористов. На них ордера, там, преступников его выписали. Так 20 лет нас уничтожали, этот международный уголовный суд и в ус не дул. Представьте себе, это у кого нету поддержки? У палестинцев, арабов Палестины нету поддержки? Что ты мне сказки рассказываешь? Русскую пропаганду он мне зашел сюда рассказывать. Нету поддержки. Такой поддержки, как у арабов Палестины, нету ни у кого в мире, даже и у Украины на сегодняшний день. Понимаешь? О чем ты говоришь? 400-200 миллионов вокруг арабов. Еще там Иран, Русня, и все им помогают. Да? Правда, не шмогла, да он, ваша Хамас, она не шмогла, загнулась на повороте, да он. Ну ладно, пойдемте дальше. Ну просто, чтобы вы понимали, я вам это все рассказываю, потому что я же не сегодня только сел вот сюда перед камерой. Я долго шел к этому пути, я долго общался во всем чеченском обществе, в политическом вот этом, я уже переобщался. Вот эта вся агентура мне каждый день по часу звонила и выуживала из меня разные косяки, ошибки и так далее. А я простой, прямой, все им выкладывал. Да? Ну, в принципе, и сейчас я это выкладываю и глубоко плюю на них, на всех. Я с головой окунулся в вот этот чеченский политикум, и вот я вам делаю доклад, уважаемые. Подавляющее большинство, сейчас, кстати говоря, у меня тут на сайте это все опубликовано. Наш сайт, кстати говоря, вы можете зайти на наш сайт, и там же вы можете и поддержать наш канал, поддержать, ну там реквизитов я, наверное, еще не выставил, но... уже больше 1000 евро нам уже пожертвовали. Ну, вообще-то это я за свою работу, это я пожертвовал туда. Но уже у нас на счету больше 1000 евро должно быть где-то, так? И если что, друзья, я опубликую свои реквизиты. Кто может, кто сколько хочет, как на благотворительность. Правозащитная ассоциация, Human Rights Center. Мы будем проводить пресс-конференции. Эти деньги будут аккумулироваться. Там сайт оплатить, там какой-нибудь искусственный интеллект там оплатить. Там. Вот это все расходы будут. А так все будет чисто на нашу деятельность. Ну, кстати говоря, по... агентуре, действующей здесь. Давайте, у меня в письменном виде это все есть. Давайте сделаем это еще и в видеоформате. Информационный перечень предположительно причастных к деятельности в интересах государственных структур Российской Федерации по чеченскому направлению. Деятельность на территории Российской Федерации в странах Запада и Турецкой Республики. Дата составления 10 мая 2025 года. Составитель Human Rights Center Ичкерия. Контакты hrcichkeria@gmail.com. Общее положение. Перечень составлен с целью привлечения внимания международного сообщества, правозащитных структур и диаспоры к фигурантам, предположительно участвующим в деятельности, направленной на легитимизацию оккупационного режима и подрыв процессов деоккупации Чеченской Республики Ичкерия. Документ основан на анализе
анализе открытых источников, свидетельских материалов, заявлений, а также косвенных признаков координации с государственными структурами в кавычках РФ. Перечень не является юридическим заключением, не нарушает презумпцию невиновности и служит исключительно для повышения прозрачности и бдительности. Список лиц. Перечень составлен в алфавитном порядке. Абдурахманов Мухаммад, Абдурахманов Тумсо, Бакаев Али, Белакиев Ислам, Дакудаев Ахмед, Дакудаев Зелимхан, Закаев Ахмед, включая ближайшее окружение и участников деятельности, условно обозначенной как театральная труппа. Ибрагимов Саид Амин, Исмаилов Умар, Курочкин Андрей, Курочкина Инна, Кутаев Руслан, Ламаев Муса, Мицаева Рубати, Сатуев Муслим, Сулейманов Джамбулат, Халитов Хасан, Халитов Рамзан, по неподтвержденным данным погиб в ходе СВО в Украине, Цуцуев Магомед, Эльдаров Нашхо, он же Руслан Сулейманов, Янгулбаев Абубакар, Янгулбаев Байсангур, Янгулбаев Ибрагим. Список неполный, друзья, присылайте, я буду пополнять. Ну, только с доказательствами нужно. Я опубликовал только те, на которые я могу предоставить доказательства. Данный документ фиксирует круг лиц, в отношении которых имеются обоснованные основания полагать, что их действия или публичные высказывания соответствуют интересам российских государственных структур, включая силовые, пропагандистские и оперативные подразделения. Речь идет о лицах, чья деятельность может препятствовать международным усилиям по признанию геноцида чеченского народа, мешать политико-правовому процессу деоккупации Чеченской Республики Ичкерия, подрывать легитимную деятельность Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, чеченской диаспоры и правозащитных структур, формировать симулякры власти, отклоняющие путь независимости Чеченской Республики Ичкерия. Дополнительные сведения. Продолжается сбор информации о лицах, аффилированных с государственными программами Российской Федерации и Турецкой Республики под прикрытием гуманитарных, культурных и религиозных инициатив, так называемых блогерах, цеховиках и активистах, действующих в рамках согласованных информационных операций, посредников между российскими спецслужбами и чеченской диаспорой на Западе и в Турции. Обновленные версии перечня будут публиковаться по мере верификации. Правовые оговорки. Настоящий перечень не имеет цели преследования, дискриминации или политического давления. Упоминание лица не влечет юридических последствий и требует независимой правовой оценки. Распространение документа допускается только с соблюдением принципов международного гуманитарного права. Лица, обладающие достоверной информацией, могут направить ее в Human Rights Center Ичкерия с соблюдением мер конфиденциальности. Стратегическая цель документа. Цель настоящего документа – обеспечить общественный контроль, защиту интересов чеченского народа и содействовать международному процессу привлечения российских военных, политических и пропагандистских структур к ответственности за преступления, совершенные против Чеченской Республики Ичкерия, ее населения и государства. Это включает содействие сбору материалов для будущих судебных процессов, фиксация персон, действующих в интересах оккупационных структур, противодействие созданию ложных политических конструкций, выдаваемых за представительство Ичкерии. Председатель правозащитной ассоциации Human Rights Center Ичкерия Аслан Арцуев. Германия, 10 мая 2025 года. Так, это хорошо, что напомнила мне вся эта разная агентура, которая зашла. Нужно это в видеоформате оставить, а то некоторым читать лень, а потом им рассказываешь, что вот, мы же вас предупреждали, а мы не знали, говорит. Вот, знаете теперь, знаете.
А чё ты поменял-то? Это аватарку, слушай. А чё аватарку поменял, да? Шустро. А нет, другой, да. Ну да ладно. Пойдемте дальше по комментариям. Так. Хай живе вільна Ічкерія. Дуже дякую, Олег. Слава Україні! Слава Україні! Так. У тебя за спиной, говорит, флаг страны, которая устроила 50 военных конфликтов в мире. Говорит мне человек, Сергей Бабушкинс, с флагом Советского Союза на аватарке. Представьте себе. Ты хочешь сказать, моя Ичкерия 50 государств, 50 войн устроила? Я не поверю никогда. Да. Так, сейчас, подождите, я тут немножко перелистал, перемотал вниз. Валейкум Шаране, Шавига Машова, Чумелвена, Гважари. Ижари Шавига Машова. А как тебе Натаньяху, который говорит, кореец мне говорит? Вот у них ники самые интересные бывают. Короче, я не буду читать, что там Натаньяху говорит. Короче, это просто хотел их пропаганду прочитать, потом думаю, да ладно, кореец, там, Иванов, Петров, все беспокоятся о мусульманах. Да где же вы были-то, а? Мать вашу, где же вы были-то, а? Где же вы все были, заступнички-то наши, а, когда геноцид над нами творили? Вам, россиянам, да, стать на колени и просить по христианской традиции, кто если из вас есть христианин. Сатанистов это не касается, там, любителей Ленина, там, Сталина, вас это не касается. Вам прощения не будет, потому что, ну, вы не умеете его просить даже. Нам рассказывают о том, как они беспокоятся, оказывается. Как же они мучились, переживали. Чеченцев убивали, и кровью сердце у них обливалось. Да? А теперь вспомнили они, да? Про Натаньяху вспомнили, про палестинов, арабских палестинцев вспомнили. Ну, молодцы. Да. Хорошо, что вы есть, наконец-то. Наконец-то мы дождались от вас, да? Человечности, заботы, да. Так, этот, как его, этого Васю Веденского забаним, да? Это надоело уже. Пишет, ответь мне. Конечно, отвечу. Так.
Вспомнила Русня, что их кормила НАТО. Теперь хотят повторной подачи. Русня плохо, что Украине НАТО безотказно дает все. И Путин кричит в эфире деликатесы. Так, Марк Матаев. И ты тоже, Дима, красавчик. Россия не воевала только когда жрала ножки Буша, говорит Редбирд. Но, Редбирд, вы ошибаетесь. Наверное, вам просто не до этого было. Когда она жрала ножки Буша, она уничтожала ингушей, совершала геноцид ингушского народа. Эта война почему-то, обратите внимание, получила название осетино-ингушский конфликт. Понимаете? То есть осетины виноваты. Ну и ингуши виноваты. Вот они между собой дрались. Русские как бы ни при чем. Русская армия это все не организовывала, не провоцировала и потом не убивала она людей. Это все делали ингуши и осетины. А почему-то уничтожение 300 тысяч чеченцев называется чеченская война. А почему тогда ингушская война не назвали там или осетинская война там не назвали? Как вы думаете? А? Поэтому они совершали геноцид. Они убивали и ножки Буша ели, да, карачка ели. И все это делалось и убивались. Они не останавливались ни на один день с окончания развала Советского Союза. Ничего не изменилось. Ничего, ни на один день убивать людей они не перестали. Они убивали в Грузии, они убивали ингушей, Ингушетии, они убивали потом Ичкерии. И тогда тоже получали эти ножки Буша. Поэтому они не останавливались. Более того, знаете, когда во время Второй мировой войны американцы помогали им по ленд-лизу и машины Студебекеры. Я помню, моя бабушка рассказывала, нас загрузили Студебекеры. А я был маленький, и я думал, что за Студебекер? Какое-то незнакомое слово для меня это было. Да? Я тогда, наверное, лет 7-8 мне было, когда первый раз я услышал, что такое за Студебекеры. И потом уже, когда немножко повзрослел, я узнал, что Студебекеры это такие грузовые машины, которые американцы им предоставляли. Так вот, американцы дали им денег, Студебекеров, и они вот таким вот образом использовали ленд-лиз против нас. Кстати говоря, хорошо, что напомнил. Они против нас использовали вот этот ленд-лиз. И вот таким вот образом нас уничтожали. Более того, американцы вот в первую русско-чеченскую войну при еще живом Джахаре Дудаеве давали кредиты русским. Сейчас все возмущаются, там нефть покупают, газ покупают. И нефть покупали, и газ покупали, и во все международные институты вводили, и еще кредитами помогали. Сейчас хотя бы они русские деньги арестовали себе как бы для гарантии. Но тогда никто, да, все было нормально. Убивали чеченцев за милую душу. Абсолютно без проблем. Всем все нравилось. И так далее. Но я хотел бы, знаете, пока раз вспомнил, хочу вам рассказать очень интересную аналогию, связанную с депортацией чеченцев, ингушей и других тюркских народов. Сейчас я вам постараюсь найти. Капустин Яр это был, кстати, не Часов Яр, а Капустин Яр. Откуда должна была вылететь? Вылететь должен был Орешник. Так, одну минутку, друзья. Друзья. Смотрите.
После поражения нацистов в войне, фактически на территории Союза уже войны нет, немцев, нацистов гонят уже в Европе, второй фронт открылся, американцы подключились, ну полный рост, уже договорились о переделе мира, там Ялтинская конференция, Тегеранская конференция, уже там встречаются президенты США, лидеры Великобритании и Сталин, лидер Советского Союза, встречаются. И ну что еще делать? Ленд-лиз есть, мир поделен, Америка, Запад ничего не скажет, полный вперед. И смотрите, кого начинают мочить. После поражения нацистов в войне против всего мира, с Кавказа, включая Северный Кавказ и частично Закавказье, были полностью депортированы 6 народов в рамках русских репрессий. Это карачаевцы, тюркский народ. Октябрь-ноябрь 1943 года. От 69 до 70 тысяч карачаевцев. Калмыки, монгольский народ. Декабрь 43 года. Январь 44-го. От 92 тысяч до 93 тысяч. Около 100 тысяч их депортировали. Чеченцы и ингуши, нахские народы, считались одним объектом депортации в Чечено-Ингушской АСР. Февраль-март 1944 года. По данным, которые чат GPT мне, искусственный интеллект мне приводит, не чат GPT, а Грок мне эту информацию дает, около 500 тысяч. По нашим данным, больше 1 миллиона чеченцев и ингушей было депортировано. Балкарцы, тюркский народ, март 44 года, 37-40 тысяч депортированных. Месхетинские турки, тюркский народ, ноябрь 44-го, 90-100 тысяч было депортировано. Народы, оставшиеся на Кавказе, не депортированы. Кстати говоря, вот эти народы, которые сейчас я перечислил, карачаевцы, балкарцы и калмыки, ну, тюркские народы, если брать, карачаевцы и балкарцы имели свое территориальное образование. Тюрки-месхетинцы исключение. Они жили на границе, они не имели территориального образования, но их тоже, они единственные тюрки-месхетинцы, которые, не имея территориального образования, были депортированы. Также мы видим, что карачаевцы и балкарцы тоже это небольшое, не все количество, не массово, как это было в отношении чеченцев и ингушей. Основные были максимально турков, месхетинских турков было немного, но их около 100 тысяч депортировали. Практически поголовно получается, как и чеченцев и ингушей. Кого не депортировали из тюркских народов? Давайте я вам сейчас скажу. Я буду их называть и буду говорить, какие из них тюркские, какие не тюркские. Кумыки проживали в Дагестане, не имели автономии, не депортированы. Тюркский народ. Нагайцы, тюркский народ. В основном в Дагестане, в Ставрополе частично затронуты, но массовой депортации не было. Тоже не имели своего территориального образования. Азербайджанцы, тюркский народ. В Азербайджанской ССР не депортированы как титульная нация Союзной Республики. Кабардинцы, адыгский народ, Кабардино-Балкарии, остались после депортации балкарцев. Балкарцев выгнали, а этих оставили. Черкесы, адыгский народ, Карачаево-Черкесии остались после депортации карачаевцев. Адыгейцы, адыгский народ, в Адыгее не депортированы. Аварцы, даргинцы, лезгины и другие дагестанские народы, не тюркские кавказские народы, в Дагестане не подвергались массовым депортациям. Осетины, иранский народ. Северной и Южной Осетии не депортированы. Грузины, картвельский народ, в Грузинской АСР не депортированы. Армяне в Армянской АСР и частично в Грузии не депортированы массово.
народы, переселенные на Кавказ после депортации. Вот нас. Депортации. После депортации карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, калмыков и месхетинских турок их земли были частично заселены другими группами. Переселение проводилось для освоения опустевших территорий и часто включали принудительные меры. Грузины. Куда? В бывшую Чечено-Ингушскую АСР, равнинные районы, Карачаево-Черкесию, Месхетию, Грузия. Примерный масштаб. Десятки тысяч человек, точные данные варьируются. Причина. Освоение земель после депортации чеченцев, ингушей, карачаевцев и месхетинских турок. Русские куда? В Чечено-Ингушскую АСР, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Калмыцкую АСР. Примерный масштаб сотни тысяч, включая казаков и колхозников. Причина. Заселение опустевших сел и городов, укрепление русского присутствия. Нам некоторые рассказывают, что там хотели Иерусалим создать, там, что вот там, куда евреи приходят, они там на своей земле обетованной, там что-то они пытаются создать, создали свое государство, и говорят, вот там и так далее, чтобы они евреи сделали. Так вот, евреи были единственный народ, который, когда мы возвращались оттуда, встречали нас, то есть, значит, им нечего было перед нами стыдиться и бояться, правильно? Ничего, как по-чеченски сказать, ничего не горело у них. Поэтому они смело нас встречали с нашими барабанами и так далее. Все наши братья-мусульмане, и не только мусульмане, почему-то до этого не додумались нас встречать. По какой-то причине странной. И почему-то после того, как вроде бы Сталин был за евреев, по причине евреев нас изгнали, как нам пропаганда русская рассказывает, и турецкая, по какому-то странному стечению обстоятельств, они там не построили Иерусалим на Кавказе. Хотя эта земля ничем не уступает их святой земле. Такая же плодородная, более плодородная, наверное, и мне нравится не меньше, да, если не больше. Почему-то они этого не сделали. Не знаете почему? Вот тоже у меня вопрос возникает. Даже про них ничего не говорится в этом перечне. Потому что они играли небольшую роль, их было немного, во-первых. Так, осетины. В бывшую Чечено-Ингушскую ССР пригородный район и частично в Кабардино-Балкарию. Несколько тысяч семей. Причина – перераспределение земель после депортации ингушей. Аварцы, даргинцы, лакцы, нетюркские дагестанские народы, в бывшую Чечено-Ингушскую АСР. Примерный масштаб – десятки тысяч человек. Точные цифры ограничены. Я думаю, знаете, переселение десятков тысяч, там русских сотни тысяч. Я думаю, эти цифры немножко занижены. Понимаете? Потому что изначально Чеченская республика, Чечено-Ингушетия насчитывала, как они говорят, там до 700 тысяч вместе с русскими. Я уверен, это заниженные цифры, потому что готовилась депортация, в 1939 году эта перепись была, и я абсолютно ей не доверяю. Дело в том, что когда нас выселяли, наши историки подсчитали по тому, сколько составов было отправлено, и сколько всего было вагонов. И насчитано, доказано, от 1250 до 1400, по-моему, 20 вагонов было. И в каждый вагон забивалось до 150 человек. Хотя они рассчитаны до 40, 50, 60 человек. Это телячьи вагоны, это скотские вагоны, так называемые, там никаких там буржуек, там какие-то удобства. Тогда были поезда, где какие-то вот эти вагоны товарные переделывались буржуйками и так далее. Ничего подобного не было. Чеченцев строго загоняли в эти товарные, вот эти скотские вагоны и загоняли вот так впритык вставать. А туда помещалось и больше 120-150. Поэтому если спокойно, даже если исходить из цифры 100 человек на вагон, то 1400 вагонов это 1 400 000.
Это специально так делается. Также они всегда поступают, когда они собираются кого-то убивать, чтобы потом потери списать, что их вообще не было, этих людей. Они специально проводят вот эту свою перепись заниженную. Ну, давайте вернемся, куда переселяли аварцев, даргинцев, лакцев. Десятки тысяч, точные цифры ограничены, неизвестные. Поэтому может быть не десятки, а больше тысяч. Хотя аварцев, даргинцев и лакцев, ну, может быть, миллион наберется. И представь освоение земель, переданных Дагестану после ликвидации Чечено-Ингушской АСР. Вот что делали наши братья дорогие. И вот это все, вот эта вот вся картина, которая вырисовывается, она, представьте себе такой голливудский фильм, катастрофа такой. Вот жили сегодня люди, еще горит огонь, еще разогретый чайник с водой стоит, а людей нет никого. Представьте себе. Какая радость была. Я представляю, как эти наши соседи и те колонисты, которые из несоседей к нам были заселены, как они озолотились и как они потом детям и внукам рассказывали. А вот при Сталине не было никаких чеченов, и мы были очень богатыми. У нас у каждого было по 2 коровы, которые Сталин сам же потом и отбирал. Дальше. Украинцы, кстати говоря, в некоторых районах Калмыцкой АСР и Карачаево-Черкесии, куда их переселили, примерный масштаб, небольшое количество, точные данные неизвестны. Причина переселения колхозников для сельскохозяйственных работ. Ну, это рабочих они туда перевозили. Это не колонисты, получается. Примечание. Масштаб переселения. Точные цифры переселенных групп сложно установить, так как данные НКВД часто засекречены. И вообще люди убивались тысячами и нигде не фиксировались. Поэтому, что если НКВД сказала, это есть, там в архивах там документы есть, а если оно этого не сказало, значит этого нет, тоже не выдержит никакой критики. Как-то так. Основное переселение происходило в бывшие Чечено-Ингушскую АСР, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Месхетию. Вот переселенные народы часто занимали дома и земли депортированных, что позже привело к конфликтам после возвращения депортированных народов, например, чеченцев и ингушей в 1957 году. Вот только с нами и были эти конфликты, потому что всем другим давалась хоть какая-то, придавалась какая-то форма правопорядка, соблюдения правил, каких-то законностей. В отношении нас ничего не соблюдалось. И почему-то удивляются, да, а почему нас так чечены не любят? Фу, а за что вас любить-то? Напомните, пожалуйста, за это? Поэтому вот вам информация очень важная, которую нужно знать. Нужно знать. Ой, тут какой-то там к нам Вася зашел. Такие дерзкие вы, да? Такие дерзкие вы в комментариях. Такие дерзкие. Аслан хочет стать юристом. Аслан 17 лет правозащитник. И уже, наверное, лет 25 юрист. Кстати говоря, по поводу моей юридической квалификации, я должен вам признаться, я являюсь экспертом в американском суде, официально уже. Понимаете? Так что, если вы сомневаетесь в моих юридических возможностях и знаниях, я вас отсылаю к американскому суду.
Как-то так, друзья, чтобы вы знали. Я не только председатель правозащитной ассоциации, но еще и эксперт. Так. Как ты относишься к евреям и Израилю? Ну, если вы до сих пор не поняли, то придется сказать прямым текстом, да, с большущим уважением, да, вот как я отношусь. Астан, твое мнение о переговорах в Турции? Я вначале говорил, Эд, шалом алейхум, брат. Я говорил в самом начале, я полагаю, что это такой отвлекающий маневр, что Путин как бы не при делах, и он как бы хочет перебить эту волну, что вот там сейчас орешником ударят по Украине, что всем боятся и так далее. И я полагаю, что Путин согласится на эти переговоры. Я полагаю, что он начнет говорить, но опять же ему это нужно как бы представить так, что и внутри своего этого общества ему нужно это представить. И еще нужно, чтобы для Запада имитировать, что вот он какую-то деятельность пытается вести. Поэтому я думаю, что переговоры в Турции могут состояться. Может Путин поехать туда. Побоится, думаю, может не побоится, если Эрдоган, его же друг Эрдоган. Они же вместе, чеченский народ и весь Кавказ. Кстати, я возвращаюсь к тому, что хотел сказать, рассказать о том, что вот все это произошло. Возвращаясь к вот этой сейчас я вернусь к турецкому вопросу. Возвращаясь к ситуации, объясните мне, пожалуйста, Турецкая империя, мощная, сильная, вся такая, и на ее глазах истребляются народы, которые представляли угрозу, по мнению СССР, как пятая колонна Турции внутри Советского Союза. Их депортировали, понятно, они связаны были, ничего я не оправдываю их ни в коем случае, это преступно и все остальное. Ну, какое-то обоснование есть. А нас за что, чеченцев и ингушей? Нас за что? Мы что, с Турцией связаны были? Никаких фактов нет, что мы связаны с Турцией. Но нас обвинили в том, что мы помогали немцам, Гитлеру помогали. Так на территории Чечено-Ингушетии не было вообще ни одного немца. Понимаете? Ни одного немца напрочь просто не было. А когда выселяли, депортировали, уже армия находилась там, фронт, имеется в виду, за пределами Советского Союза. И почему, вот я вам задаю вопрос, почему тюркоязычные народы были отправлены в более благоприятные климатические условия для депортации? Тюрков-месхетинцев, которые самые близкие туркам, они были вообще отправлены в Узбекистан. Причем месяцы, я вам специально перечислял эти месяцы, куда нас переселяли. Карачаевцев октябрь-ноябрь, калмыки декабрь, холодное время, с калмыки, они не тюрки, понятно. Чеченцы, ингуши февраль, март, а Казахстан это там и до мая очень холодно. Балкарцы март, месхетинские турки ноябрь 44-го. Но они уехали в Узбекистан. У потери у каждого, здесь я не указывал, не смотрел, но у нас потери у чеченцев, ингушей 60-70%, а у тюркских народов 15-30%. Колоссальные потери, никак не оправдывают. Но сам факт, Турция ничего не сделала по этому поводу. Войну не объявляла, людям не помогала и боялась Советского Союза как огня. Понимаете? И вот это многое объясняет уже, по крайней мере, почему тюркские народы истреблялись, выселялись. Именно тюркские народы. И мы, которые не имеем отношения к тюркским народам. Я не оправдываю Советский Союз ни в коем случае и не могу этого сделать. Но странно, что
Вот такое вот избирательное отношение было такое, предвзятое даже тем, кого репрессируют. Странно, конечно. Так, шалом, юзер, шалом, дорогой. Пожалуйста, Лиза, пожалуйста. Так, ну и возвращаясь по Турции, я думаю, что Путин, когда сильно-сильно Трамп пальцем машет, сразу же реагирует. Обратили внимание? Сразу же, моментально. Мне, может, надо просто пальцем почаще махать Трампу. Как-то так. Оксана, как ты думаешь, Зеленский не набьет Путину морду или сдержится? Я думаю, сдержится. Я думаю, сдержится. Хотя следовало бы. Я думаю, сдержится. Хочу задать тебе философский вопрос. Как ты думаешь, когда ФРФ развалится, Дагестан захочет независимость или останется с РФ? Я думаю, останется с РФ это. Я думаю, что Дагестан, как мы знаем, больше 30 народностей и народов проживает на территории Дагестана. И большая часть абсолютно пророссийские, полностью уже покорившиеся и не видящие без России своего существования. Есть там народности, которые не хотели бы жить, но по большей части, я думаю, Дагестану, если дать волю, дать вот его право выбора ему, то, конечно, он останется с Россией. Давайте исходить из того, что было в 91 году, чтобы не быть голословным, чтобы не думали, что я там дагестанцев не люблю. Там. Стоит мне сказать, что нас убивали дагестанцы. Мне говорят, ты что, ты дагестанцев не любишь? Нет, при чем здесь дагестанцы? Вот убивали кто нас? Кто из дагестанцев, вот сейчас сидят разные блогеры, там рассказывают про шариат, про мусульманство, про ислам, про единство наших братьев, чеченцев, ингушей и всех остальных, почему-то не вспоминают, как их представители нас убивали. Хотя бы осудить это, говорить об этом, напоминать. Это же не разовый единичный случай был. Это такая системная работа была. Дагестанцы, вы прекрасно знаете дагестанцы, и без меня это, но тот, кто не знает, скажу, если вы приезжаете в Грозный, например, или в Чеченскую Республику, временно оккупированную Ичкерию, вы зайдете, если или увидите вот этот воинский их контингент оккупационный, он там до горизонта просто, вот там идет до гор, идет этот Ханкала, там Манкала, там все Дагестан, как в Махачкалу ты приехал, как в Дагестан ты приехал. Там все контрактники, ну не все, конечно, нельзя сказать, половина русские из них, ну, половина, добрая половина из них, и наши братья, так сказать, дагестанцы, да. Поэтому, когда я об этом говорю, говорят, о, ты что, Дагестан? Нет, к Дагестану это не имеет никакого отношения. Но вот, когда разваливался Советский Союз, эти люди остались. Никто не убивал тогда чеченцев, ну, как назидание, да. Все прекрасно понимали, что можно вырваться, нужно говорить, нужно добиваться, объединять народы. Нету национального самосознания. На Кавказе автохонные народы, коренные народы, аборигены Кавказа, это чеченцы и черкесы.
Самые древние на этом Кавказе народы. Понимаете? Все остальные тюркские народы, иранские народы, другие, третьи, монгольские народы, это все народы от прошлых завоевателей. Либо Кавказ это ворота в Европу, а от Азии там юго-восток, юго-восточные ворота в Европу. И там проходили торговые пути и все остальное. И вот оставались там люди, которые там торговлей занимались, рассаживались на местах, которых вырезали завоеватели, места освобождались, и потом уже кому-то там доставались эти места. Поэтому я считаю, на Кавказе народы, которые не имеют самосознания, национального самосознания, они не будут вставать. У них нет этого понимания. У них есть какие-то страны, например, осетинам зачем вставать? Это маленький, малочисленный народ, который имеет отношение к Ирану. И у них есть там своя страна, свой Иран. Вот они, да, с ними, ну, им нет смысла, да, Иран есть империя. Точно так же касательно тюркских народов. Тюркские народы встанут, если их Турция будет поддерживать. Сами свое государство создавать им нет смысла. То же самое касается аварцев, других народов, которые не имеют своего национального самосознания. И именно эти народы, которые раньше представляли угрозу для империи, на них оказывалось большее влияние. И мы видим, что дагестанцы, другие народы, особенно это видно на дагестанских народах, которых очень сильно используют и сейчас в войне против Украины, и использовали в войне против нас, да, своих на Кавказе. Мы удивляемся, что украинцы откуда-то там воевать приезжали, нас убивать. А тут, оказывается, свои братья, соседи, кавказцы нас убивали. И ничего, и еще улыбаются нам в лицо, рассказывают, какие они там супервоины, медальками своими хвастаются. И ни один блогер, который нам рассказывает про угнетение Палестины, про угнетение арабов Палестины, не вспоминает, что их представители, их народов убивали нас. И не извиняются. А продолжают, как будто ничего не бывало, дальше свою эту пропаганду нам рассказывают, что мы братья навеки, туда-сюда. Да, мы братья с теми, кто нам не хочет на шею посадить турков, арабов, русских и так далее. Мы с ними братья. А остальными нам, зачем нам такие братья? Как-то так, друзья. Поэтому я не думаю, что Дагестан захочет. И именно потому, что Дагестан не хочет, и они больше доверяют Дагестану, нас хотят вместе с ингушами пристегнуть единый этот гетто, исламистское гетто, да, исламское гетто нам создают, да, это русские, турки и все остальные. И чтобы мы остались вот в едином управлении. И потом и бомбить нас, убивать, что хотите с нами делаете и так далее. Поэтому я большим уважением отношусь к обычным дагестанцам. Это мои братья, аварцы, даргинцы, абсолютно не имеет значения. Лезгины, табасаранцы, все мои братья, наши чеченские братья. Кроме тех, кто за Россию, кто нас убивал, кто одобрял это убийство, кроме них. Все остальные безоговорочно, без предварительных, как говорится, условий наши братья на Кавказе. Но у нас есть своя страна. И сейчас, в это трудное время, я прошу дагестанцев, ингушей, как я к ингушам отношусь, там, вы прекрасно все знаете, даже без вот этого моего вступления. И ингуши, и дагестанцы сейчас пока должны немножко взять паузу и к нам, зная, что нам сейчас вот эта агентура залазит, да, и ингушская, и дагестанская, постараться не лезть к нам пока с этим, с объединением. Потому что мы уже это проходили. Было это уже. Больше не хотим попадаться. По крайней мере, я буду предупреждать об этом, чтобы больше не попадались на эту уловку, что там мы братья, объединяемся, там туда-сюда, а потом нам нож в спину всаживают. Нет, пока не будем. Помните братья Хачилаевы? Сейчас братья
как их там, Нурмагомедовы, да, по-моему. И вот эти сейчас появляются, тоже они там тоже раскручивают там и так далее. Поэтому я всех призываю, чеченцев и Дагестан, не обижаться, пожалуйста, нормальных людей. Прошу вас, не обижаться. Но сейчас нам нужно очень аккуратными быть. Очень-очень аккуратными. Потому что сейчас время очень турбулентное, время больших изменений, которые настают. И нам нужно быть, очень быть готовыми к этому. Лезгины не коренной народ Кавказа. Лезгины коренной народ Кавказа. Это люди, которые тоже с Кавказа, да. Все, в принципе, там уже коренной, не коренной. Я имел в виду, что вот, в смысле мы самодостаточный, единый народ, не имеющий других связей. У лезгин, например, это же те же есть связи с другими народами. Да? Так. Если позволишь, я продолжу свой философские вопросы. Конечно, Эд, конечно. Так, Вася, ты долго напрашивался на бан. Ты его получил, Дион. К братьям Хачилаевым иди давай. Нам не нужны, да, эти провокаторы. Тоже мне, да, в катастрофу, да, вогнали чеченский народ. И еще бы Хачилаевых тут оправдывают. Как ты думаешь, кто захочет независимость из ФРФ? Не забывайте, Ичкерия оккупированная временно. Я думаю, Эд, если будет свобода, полностью возможность, да, без угрозы для этих народов, черкесы захотят свою свободу, они хоть и раздроблены, но они захотят. Ингуши захотят, я думаю, быть с нами в едином государстве, в едином нашем государстве. Ну, может быть, кто-то еще, но я не вижу просто. Просто когда разваливался Советский Союз, не было ни крови, ни геноцида чеченского народа, ничего не было фактически. И они не взяли у свободу, вот она лежит на земле. И вот нет у народов позыва к этому, чтобы выйти на митинги, говорить об этом, что вот воспользоваться этим случаем. Вот не было этого. Не знаю почему, по какой причине, но мне кажется, потому что не было вот такого национального самосознания, что мы можем жить сами.
без управления кем-то извне. Уалейк салам, Настя. Уалейк салам. Аслан, не думал, что Москва с Пекином строит СССР 2.0, говорит Папа Дони. Нет, я не думаю, что они строят СССР 2.0, потому что в этом нет необходимости, в первую очередь, для главного игрока в этом тандеме. Китаю это не нужно. Китай очень себя хорошо чувствует без какой-то там вот это бесплатного приложения Мурзилки в виде фашистской России. Я считаю, что Путин пытается, знаете, спасая свою шкуру, систему КГБ, выторговывает у американцев себе какие-то привилегии. Одновременно с этим Китай, американцы же не могут сейчас сидеть рядом с Путиным на Красной площади и говорить, мы поддерживаем, хотя Трамп это делал. Это фактически спасение Путина получается. Спасение системы КГБ, которую Путин, к которой он относится, которую он одно время возглавлял, и сейчас как главнокомандующий является одним из главных людей в этой фашистской России. Поэтому я считаю, что, скорее всего, Китай вместе с США и западными странами потихонечку подводит Русню к Раздербану. И это гарантия для Путина, его жизнь, что вот есть северокорейские солдаты, есть китайские солдаты, а северокорейские фактически это китайские, и что они вот таким вот образом плавный переход, чтобы не было свержения Путина, не было уничтожения Путина, и вот плавный вот этот переход, ближайший этот год, следующий, и я полагаю, вот 25-й, 26-й и 27-й год может быть последним, завершающим передел России и установление нового мирового порядка, к которому сейчас уже давно идут, и все идет вот в этом направлении. Я так это вижу. Я считаю, конечно, я допускаю, что Путин полностью ушел под Китай, и они теперь конфронтации будет, что вот там СССР 2.0 не будет близко, ну что вот будет СССР, Россия будет полной такой стопроцентной колонией, да, просто Китай расширится. Я думаю, этого не произойдет, потому что, ну, если бы было бы так, то, на мой взгляд, США и Запад сейчас бы били бы тревогу вовсю. Они этого не делают. Санкции в отношении Китая, например, тоже были бы очень мощными и уже были бы серьезными. А ничего не происходит. С Китаем торгуют, все это как бы налаживается. А если Китай захватит весь советский, ну, всю эту Российскую Федерацию, то, ну, представьте себе, 1,5 миллиарда китайцев, и эта территория, ну, это все будет принадлежать миру китайскому. Поэтому мне кажется, что, вероятно, есть договоренность между США, Западом, точнее, в целом, в общем, и Китаем. Путин уже сдался, ФСБ уже капитулировала, и идет просто стачивание военных сил России, и передел потихонечку идет, чтобы плавно все перешло на Раздербан между Китаем и Западом. Часть России будет китайская, часть России будет западной. Ее поделят там американцы, англичане, украинцам что-то достанется, туркам что-то достанется, Германии, Франции, Британии. Почему, например, когда Трамп начал говорить, что там, мы сами будем с русскими разговаривать и так далее, Европе начали говорить, а как это без нас, а почему без нас, мы тоже должны быть за столом. В моем понимании это было, а как вы нам ничего не дадите, что ли, после победы? Вот как я это представил. Поэтому как-то так. Как-то так. Но есть большая проблема, печальная новость ко всему этому. КГБ будет сохранено, на мой взгляд. Я не вижу, что его уничтожают. Да, его возьмут, ему вырвут клыки, состригут когти,
они будут очень добрыми, очень безобидными, как это было в 90-х годах, когда полковники, подполковники были швейцарами в рестораны, там дверь открывали, в гостинице работали и притворялись, как будто не-не-не, мы не при делах, мы ничего не знаем и так далее. А их агентура орудовала, а они как бы ни при чем. Я тут общался с этим искусственным интеллектом, и он мне говорит, я говорю, ну вот как вы допустили ошибку такую? Как допустили то, что ФСБ, не проведя люстрацию, вы взяли вот и просто впустили себе, вот это ФСБ, себе во все международные, многие международные институты на Западе. Во всю экономику ввели, там настроили, ну всю экономику Запад построил. Сегодняшняя экономика России построена Западом. Центральный банк, банковская вся система, добыча нефти, газа, биржа. Все это построено Западом, в первую очередь американцами. Понимаете? Как, я говорю, вы допустили, что вы вот их впустили и не взяли ФСБ под контроль? Ведь теперь это угроза. Ведь 11 сентября это русские сделали. Ну, многое-многое другое русские делали. Как так получилось? И мне искусственный интеллект говорит, ну мы рассчитывали, то есть Америка, Запад рассчитывали, что если ограничить влияние КГБ на разные отрасли и сектора, то в таком случае можно будет провести реформы разные, там, судебную, там, экономическую, третью, десятую. Ну, экономическую, допустим, ФСБшники не мешали проводить реформу. Но судебную они не могут отпустить, это их суд. Нету никакого суда в России. Я вам как бывший адвокат могу сказать, никакого суда в России нет. Как было при Сталине, там, вот эти тройки КГБшные и плановый режим, расстрельные эти тройки. Вот так они сейчас и есть на России. Вот вроде бы там суд, там туда-сюда. Абсолютно ничего подобного. Абсолютно КГБшный суд. Я говорю, как это вы могли допустить так? Ну, мы думали ограничить. И вот в чем кроется стратегическая, колоссальная ошибка Соединенных Штатов, Запада в подходе к России. Они думали, что если они возьмут КГБ под контроль, понимаете, основные их отделы, они будут отчитываться перед ними, что вот мы там не влияем на политику, на экономику, там, на медицину, на что-нибудь еще, судебную систему не влияем никак, то они, американцы, через свои вот эти неправительственные организации, правозащитные организации, там, другие там, надзорные какие-нибудь там международные органы, они смогут там провести реформы, и там Россия зацветет. А это вот суть ошибки. Дело в том, что они представляют, что это какая-то политическая полиция КГБ. Да, которая обязана шпионов, террористов, там, бандитов, там, антигосударственных выявлять и так далее. А на самом деле ФСБ, КГБ это не политическая полиция в том понимании, в котором это понимают на Западе. Понимаете? Вот в чем основная ошибка. Здесь тоже имеют спецслужбы очень сильное влияние, очень сильный вес, очень мощное слово. Но они не являются государствообразующей полицией, системой, спецслужбой. И когда я объяснил вот этому искусственному интеллекту, где он не прав, он был в шоке. Честное слово, он меня благодарил, что вот мы теперь будем исходить из вашего заключения. Дело в том, что ограничить ФСБ от реформ судебной системы, других систем невозможно, потому что суд, экономика, военные, все это и есть ФСБ. Понимаете? Если ты ограничиваешь ФСБ, берешь под контроль ФСБ, да, как, например, международные разные американские брали вот это все дело под контроль, и рассчитывали, что здесь они будут проводить реформы, то они ошибаются, потому что вот эта часть, где они собираются проводить реформы, она не может существовать без этой части.
и она одновременно может действовать автономно какое-то время. Понимаете? Вот в чем весь фокус. Вся система КГБ это... И я задаю следующий вопрос. Я говорю, теперь ты понимаешь? Да, теперь понимаю, говорит. И теперь уже там все понимают. Я говорю, а как сейчас будет развиваться тогда? Как ты думаешь? И он говорит, 60-70%, 60-70%, что будет как в 91 году. Будет принята капитуляция ФСБ, она уже капитулировала ФСБ. И после этого попытаются, более, и мне искусственный интеллект задает вопрос, а как вы считаете, как сделать лучше, чтобы взять под контроль вот это ФСБ, чтобы они не имели влияния? Ну, я ему свои вопросы задавал, но интересно было наблюдать, какие он мне задает вопросы. А давайте об этом поговорим, а давайте об этом. Вот каким образом был спасен вот это террористическое, вот это самое опасное террористическое образование КГБ СССР. Поэтому это КГБ есть в Украине, и сейчас оно сохраняется. И передача редкоземельных ресурсов Украиной, нам рассказывали, что сперва плохие условия были, это такой чисто коммерческий трюк, сперва отвратительные условия, а потом вы уступаете, и потом как будто вам подарили все, получается, как Путин говорит. Давайте вести переговоры. Путин говорит, я буду вести переговоры, что вот незахваченные территории я не захвачу. Если бы он мог бы, он уже давно захватил бы. Но нам рассказывают, что вот они, пока Путин согласен, и все, ну ладно, слава богу, Путин не захватит другие территории. Приблизительно так получается. Поэтому хотел бы я вас обрадовать тем, что будет все супер. Хотел бы вас обрадовать, что будет все по справедливости, но, к большому сожалению, не могу вам обманывать. Не могу вас обманывать, потому что на этом канале говорят только правду и ничего, кроме правды. Все будет Ичкерия, слава Украине, Ам Израиль Хай, God bless Америка, Вива Грузия. Всего самого хорошего, до свидания, друзья. Адикюэль Машуаль.